до момента появления детей им очень важно договориться, какая будет у них стратегия в браке. Потому что здесь вся ответственность, да, грубо говоря, на этих двух о том, что будет с их потомством. Каждый человек проходит через самоидентификацию. И, наверное, каждый может по себе вспомнить вот этот период тяжелый, да, там, от подросткового возраста, грубо говоря, до 24-25 лет, когда я должен понять, кто я в этом мире, какие мои цели, задачи. И когда к этому еще наслаивается национальная самоидентификация, потому что я из смешанного брака, конечно же, именно то, что дали родители, то, как поспособствовали родители в принятии самого себя, имеет немаловажную роль. И обычно, как бывает, да, 3 модели семьи. Семья, когда вот он и она, они такие молодцы, договорились, что там, значит, мы христианской вере научим, и в исламе воспитаем, мы отмечаем и те праздники, и эти праздники. Вот, казалось бы, для них, вот двоих, все хорошо, но это очень эгоистичная позиция, потому что у ребенка с детства недопонимание вообще, кто мы, почему мы это отмечаем, а почему вот это отмечаем. Вот эти двойные стандарты никак не помогают ребенку, который хочет точно знать, вот я блондин или шатен, я голубоглазый там или кореглазый. Ну, детям важно иметь четкую позицию. Когда он повзрослеет, тогда, собственно говоря, ему будет легче. Но вот на этапе детства ему вот эта договоренность родителей никак не помогает. Следующая модель — это когда мы отказываемся от своей религиозной и культуральной принадлежности. Чем это опасно? Тем, что мы все равно живем в социуме. И человеку очень важно себя идентифицировать с какой-то группой людей. И когда вы ему не дали вот этих ориентиров, кто я, что я отмечаю, что не отмечаю, что для меня важно, вашему ребенку от этого тоже не легче и не проще. Третья модель, она самая жизнеспособная, когда кто-то отказывается в пользу партнера от своих национальных моментов, от религиозных. Почему? Потому что тогда мы ребенка растим с какими-то четкими понятиями. Конечно, здесь больше ответственность на женщинах. Почему? Потому что именно женщина в силу своей психологии может подстроиться под мужа. Таким образом, она облегчает самоидентификацию их детей в будущем. Проблема в том, что всех норовится спросить, да, там, а ты на кого больше похож, на маму или на папу? И эти вопросы очень коварны в смешанных браках, потому что, грубо говоря, сейчас спрашивают, а кого ты больше любишь, там, маму или папу, а с кем ты себя больше ассоциируешь, с мамой или с папой? И, такой пресловутый вопрос, да, там, национальность ребенка считается по матери или по отцу. А на самом деле ребенок должен определиться сам и в зрелом возрасте. И, скорее всего, эта самоидентификация пойдет не раньше, да, там, пубертатного возраста, то есть юношеского, и, грубо говоря, до 24-25 лет. У кого-то все это откладывается до того момента, пока он не создаст свою собственную семью, и, собственно говоря, ему уже будет легче себя идентифицировать по национальности партнера, с которым он вступил в брак. Но надо понимать, что вот в этой самой национальной самоидентификации, наверное, такой ключевой момент, да, что ваш ребенок, скорее всего, выберет национальность того, чей социальный статус выше.